мое мнение состоит в том, что действительно я согласна с тем, что каждый человек выбирает сам, на каком языке ему думать, на каком языке ему видеть сны, вот, и на каком языке общаться и выражать свои мысли. В принципе, проблема языков, она есть везде. Я как человек, который жил в разных странах, я как человек, владеющий несколькими иностранными языками, могу точно сказать, что подобная проблема существует не только у нас, не только с якутским языком, не только с русским языком, но и с остальными языками то же самое происходит. Ну вот, например, я жила в Китае несколько лет, учила китайский язык, естественно, с моим лицом меня иногда принимали за японку, за кореянку. В какой-то момент я изучила язык настолько, что меня стали принимать за китаянку, и я это просто сначала не понимала, осознала это в тот момент, когда таксист начал упрекать меня в том, что я не поняла какое-то слово. Он сказал: почему ты так плохо знаешь свой родной язык? Я говорю: спасибо вам большое. Я иностранка, во мне нет ни капли китайской крови, но если я говорю на этом языке настолько хорошо, что вы подумали, что он мне родной, ну, значит, мне комплимент от вас. Ну вот, дальше мы с ним начали обсуждать эти проблемы и процессы. Ну, в общем, таксисты в Китае — это отдельная тема, но в целом я почувствовала, что и там тоже есть определенного рода проблемы. То, что у них очень много также молодых людей из вот поколения 30+, 20+, которые уже учились за границей, набрались другого влияния, и они уже тоже потихоньку привносят какие-то новые слова в свой родной язык, вот из английского берут, из других языков, вот. Ну, что касается литературы? Что касается литературы, ну, знаете, я бы хотела сказать, вот, на мой личный взгляд, было бы хорошо, если бы она в принципе какая-то у нас была, хотя бы на каком-то языке среди молодежи. Но сейчас молодежь, правда, начала читать, но они читают очень страшную попсу. Они читают очень страшную попсу, да. Но читают. Они читают. Хотя бы начали, это уже хорошо. Мы же не упрекаем маленького ребенка, который только, допустим, начинает говорить или только начинает что-то делать, какие-то попытки что-то написать. Мы же ему не говорим: фу, как ты плохо разговариваешь. Ты не можешь составить правильное предложение, ты не можешь написать «Войну и мир». Мы же так не упрекаем детей, когда они только учатся. Вот взрослый человек, да, у нас есть такое в голове, что если ты взрослый, ты должен лучше научиться, быстрее научиться, прям вот мгновенно раз и все. Но у всех разные способности. Если кто-то хочет, кто-то может быстрее научиться, они быстрее учатся. У кого-то этот процесс идет тяжелее, медленнее, и действительно не все и не сразу приходят к мысли о том, чтобы выучить какой-то язык, или, допустим, не все и не сразу захотят, действительно, столкнувшись с какой-то критикой. У меня есть подруга, которая знает якутский, она его понимает, но она на нем не говорит, потому что в то время, когда, ну, в общем, мы росли, это было не так распространено все. И, в общем, где-то, наверное, вот в этом уязвимом подростковом периоде она получила от кого-то очень резкую критику в свой адрес о том, что она как-то не так говорит на якутском, о том, что у нее какой-то, то ли какой-то акцент, то ли что-то она неправильно составила предложение, но, в общем, я не знаю. И она с тех пор вообще на нем перестала говорить. Вот, в упор. Ну, Кать, ну я думаю, что половина здесь сидящих с этим сталкивались. Почему, собственно говоря, здесь сидит? Если не большая половина. А половина булила, да? Вот сейчас уже только ближе к 40 годам эта вот самая подруга наконец потихоньку уже сознательно, осознанно приходит к мысли, что, может быть, все-таки она и начнет возобновить свои попытки общаться и разговаривать на якутском, потому что вот буквально в начале года мы с ней встречались, у нас зашел об этом разговор, и она сказала, что сейчас как-то больше людей говорят на якутском, и они все-таки терпимее и дружелюбнее относятся к попыткам других людей разговаривать. Это очень хорошо, рад, это очень рад. это хорошо. Так, Вильяна, давай свою реплику, да?